Бишкеке проходит международная конференция «На мосту памяти», посвященная темам памяти и деколонизации. Гостем конференции является глава общества «Мемориал» Ян Рачинский. Мы сейчас собираемся взять у него интервью и поговорить на тему памяти, деколонизации, советского наследия и важности архивов, изучения памяти народа. Приглашаем вас посмотреть наше интервью. Ян Збигневич, здравствуйте. Огромное вам спасибо, что согласились дать нам интервью. Добро пожаловать в Бишкек. Воспользовавшись вашим приездом в Бишкек, мне хотелось бы с вами поговорить о памяти. В 90-е годы, когда началась перестройка, например, я был еще школьник, мы читали Айтматова, это конец 80-х, про его Манкурта. Казалось, шапку, которая не давала дышать мозгу, мы его сняли. И казалось, мы теперь станем свободной страной, заживем, мы не вернемся к этому. Для меня казалось это прямо очевидно, что советская система стала банкротом, потерпел крах. И люди, зная, помня это, никогда не вернутся к этому. Дальше только вперед светлое будущее демократического общества. Проходит 30 лет, и мы понимаем, что мы сейчас снова все ближе к 90-м годам, к советскому обществу. Почему это происходит? Сначала, наверное, уточнение, что не к 90-м, наверное, а к 80-м. 90-е годы – это уже постсоветская история. Почему происходит? Тут много причин. С моей точки зрения, у советского общества, у большей части советских республик история несопоставима с историями других авторитарных или диктаторских режимов. В первую очередь из-за продолжительности. У советской власти была очень длинная жизнь, целых 70 лет. Это длиннее, чем жизнь большинства людей. Память – это ведь не только исторические события. Память – это еще и социальные связи, социальные навыки, социальные привычки. То, как принято в обществе существовать, какие есть у общества представления о том, что должно быть, как должно быть. В России, собственно, в Советском Союзе, большей его части, за исключением стран Балтии и Западной Украины, Западной Белоруссии, Молдавии тоже частично, не было уже людей, которые помнили бы, как это было до советской власти. С 1917 года до перестройки прошло слишком много времени. Те, кто помнили старое устройство общества все-таки саморегулируемого в большой степени. Эти люди были уже в таком возрасте, в лучшем случае им было там 90, под 90, крепко за 80. Они были зачастую в здравом уме и твердой памяти, но влиять серьезно на ситуацию не могли. Эти навыки социальные были утрачены. Общество было атомизировано. И, собственно, энтузиазм лет перестройки был связан уж скорее не с пониманием, что нужно делать, а с ощущением, что действительно так жить нельзя, как известный фильм назывался. И основывался на каких-то сложившихся все-таки нравственных претензиях к этой власти. Тут, может быть, самой антисоветской организацией в Советском Союзе
был Дедгиз. Потому что выходившие детские книги все-таки говорили не про классовую борьбу, а про дружбу, про честь, про человеческое достоинство тоже. Хотя это не было в числе тех вещей, к которым всерьез относилась советская власть. И люди поверили, что они могут что-то сделать. Вот это ощущение, что они могут повлиять на свою судьбу, оно было главным достижением перестройки. И, в общем, думаю, что Горбачев вполне сознательно именно это и пробуждал. И много раз призывал к активности, к участию в государственных делах. Но дальше, к сожалению, наши реформаторы оказались, в общем, такими же, как сказать, упрощенными марксистами, как и большевики, только с другим знаком. Они совершенно не понимали, что именно вот эта вот активность людей и есть главное достижение. И считали, что, вот как большевики считали, что все надо национализировать и всем будет счастье, так реформаторы считали, что надо все приватизировать, и демократия наступит сама собой. Демократия сама собой не наступает. Институты демократии строились всюду на протяжении столетий. Был шанс сделать это быстрее, опираясь на образцы. Но вера вот в результате того, что к активности людей было проявлено такое пренебрежение явное со стороны новой власти, что вот это вот реформы пошли без учета их мнения, с игнорированием их мнения. В общем, эти образцы оказались в глазах многих скомпрометированы. А дальше изменений больших в составе чиновничества, скажем так, бюрократии не произошло. И постепенно вот эти вот привычка видеть в народе не субъект самостоятельный, а объект управления, она вернулась. И, собственно, то, что мы сейчас видим, на мой взгляд, именно последствия возврата к именно такому взгляду. Вот 90-е годы были миллионы людей, да, которые поддерживали в том числе и вашу деятельность, люди, которые искали своих предков, люди, которые хотели рассказать историю своих предков, своих близких. Куда делись эти люди, куда вот делся вот этот дух свободы, который мы получили? В разных странах постсоветских ситуация разная. Я не очень компетентен, чтобы говорить про все. Поэтому я больше про российские реалии. Значит, главное, я сказал уже, то, что произошло после 1991 года, это вот восприятие народа как объекта управления. Это проявилось очень быстро и в 1993 году, когда был отказ от поиска компромиссов. И когда в 1994 началась Первая Чеченская война, это уже не было особенно удивительно. И дальше это вот стремление управлять, сконцентрировать все рычаги управления, оно никуда, это вещь, которая усиливается автоматически при отсутствии жесткого противодействия. И в 1996 году уже началось выстраивание средств массовой информации ради выборов, началось манипулирование общественным мнением, и к 1999 году, еще до Путина, в общем, поле информационное было уже довольно сильно деформировано. И это продолжалось, усугублялось. Это не есть вопрос семейной памяти. Семейная память как раз скорее продолжает пробуждаться, к нам продолжают приходить люди. Просто сейчас мы перестали быть единственным каналом. Уже можно вполне обращаться в государственные органы и получать необходимые справки. Мы людям объясняем, как это делать, они могут это найти
рекомендации на нашем сайте, и на сайте других организаций, и сами пишут эти запросы. Но продолжают и приходить, и приходят уже и правнуки. То есть этот запрос не исчез. Но осознать, что, вообще говоря, преступником было государство, готовы не все. Вот многие остаются на прежнем уровне. И это главная задача, которую они решили, когда принимали закон о реабилитации. Это единственный закон, в котором сказано, что были совершены преступления. Но, тем не менее, отчетливой формулировки, что это государство было преступным, отчетливой формулировки, что были преступления против человечности. Не было такой государственной оценки дано. По-моему, почти нигде, за исключением стран Балтии, Украины, и, по-моему, все. Всюду это нарушение социалистической законности на уровне примерно первой хрущевской оттепели. Мы не продвинулись в этом дальше. И дальше вопрос формирования этих институтов. Потому что если говорить даже про рыночную экономику, которую нам представляли как высшую ценность, она не сводится к свободе торговли. Она все-таки включает и независимый суд, и независимую прессу, и независимость общественных организаций. А этого реально ничего сделано не было. И при отсутствии политической конкуренции, какую мы видим сейчас, какое отсутствие мы сейчас наблюдаем в России, экономическая конкуренция тоже лишается основы, в общем, заменяется коррупцией в значительной степени. И вот мы имеем то, что имеем. И для, опять-таки, активности политической нужна политическая конкуренция. Людям сейчас, собственно, выбирать не из чего. На государственных телеканалах представлена единственная позиция, единственно верная, в общем, довольно близко к тому, что было в советские времена. А агрессивность пропаганды даже выше. И поэтому ожидать от людей, озабоченных выживанием, озабоченных тем, как прокормить детей, покормить семью, как этих детей обучить, ожидать, что они будут инициативно искать какие-то политические альтернативы, в общем, это было бы наивно. То есть это нынешняя ситуация созревала постепенно, хотя куда дело идет, было понятно еще в середине 90-х. Тут не то, что все это было так безумно неожиданно. Вы сказали, что для воспитания гражданского общества требуется много времени, это длительный процесс. Вы привели пример Советского Союза, когда за 3 поколения народ потерял институциональную память о том, как самостоятельно быть обществом, где люди принимают самостоятельные решения. Да? Интересно, нам сколько еще времени тогда понадобится, чтобы построить новое общество? Первое, что разрушить гораздо быстрее, чем построить. То есть это первое. Второе, оценки давать трудно, потому что, я говорю, попытки сравнивать советскую власть с рейхом или гитлеровским, с режимом Франко, с любым авторитарным режимом, они не совсем корректны, потому что все они были намного короче. А если говорить про страны Балтии, там этот разрыв был 40 лет. Те, кому было 20 лет после первые послевоенные годы, когда советская власть пришла уже надолго, к началу перестройки, им было 60 с небольшим. Вполне себе активный возраст, и это не утраченная связь поколений. Поэтому говорить, что можно по примеру Балтии восстановить за 30 лет, нет, к сожалению, это будет дольше. Но это возможно только при соблюдении базовых принципов. Трудно требовать от власти, чтобы она всегда действовала так, как надо,
Но если эта власть находится под контролем общества, то это какая-то надежда. Строить придется, естественно, долго. Проблема в том, что еще и разрушено доверие вот к этим институтам, к терминам, к понятиям. Сколько строить, вот зависит от того, будет ли восстановлена свобода слова, как, видимо, первый шаг, будут ли возвращены остальные свободы. И это, на самом деле, для России огромная трудность. Перспективы не ясны, с одной стороны. С другой стороны, надежда есть, потому что все-таки даже в официальных социологических опросах 20% говорят, что они не поддерживают нынешнюю политику властей. При том, что отвечать этим социологам честно решится не каждый. Поэтому надежда есть, оценивать очень трудно. Государственность и гражданское общество, да, у них интересы не всегда же одинаковые. Ну, мне кажется, вообще интересы государства – понятие довольно сомнительное в принципе. Интересы государства имеют право как-то фигурировать, когда это выражение интересов общества. Вот, потому что государство само по себе есть просто аппарат, созданный обществом для защиты своих интересов. Это так же, как у компьютера. Нету собственных интересов. Компьютер решает задачу, которую ему поставили. И, в принципе, государственный аппарат – это некоторый аналог. Вот государству поставлена задача поддерживать жизнь общества, обеспечивать вот эти вот самые интересы общества. Интересы общества, понятно, нужно, чтобы никто не умирал, чтобы была какая-то медицина, чтобы, в общем, вот эти вот вопросы существования, значит, поддержания законности, вот это вот общественный договор. Собственных интересов у государства быть не может, потому что и как только речь заходит об интересах государства, это всегда сопряжено с опасностью вот таких каких-то идей, вроде мессианских идей нашего президента. Великая Россия, значит, которая никогда ни на кого не нападала. Вот это когда государство как бы отделяется от общества и становится вот таким вот гомункулусом, выращенным неизвестно из чего. Такая фиктивная сущность, вдруг обретающая свои собственные интересы. Это может быть просто опасно для общества. Поэтому для нас всегда, для меня, для нас, для моих коллег, всегда на первом месте это интересы общества, которые опять-таки подчинены интересам людей. Вот, права человека, все-таки права личности на первом месте. Тут, в общем, все это сложно сказать что-нибудь, кроме банальностей, но просто эти банальности до сих пор они очень укоренены. Поэтому приходится повторять, да, что превыше всего права личности, что права одной личности кончаются там, где начинаются права другой. Все это озвученные истины. И что интересы общества – это создавать условия, в которых права каждой личности максимально защищены. Вот, и государство – это вот инструмент достижения этой цели. Вот. Но у нас происходит наоборот. Да, к сожалению, это вот и есть проявление прежних представлений, что народом надо управлять, народ глупый. Собственно, очень любят цитировать Пушкина, что там в России единственный европеец – это государство. Вот на самом деле сейчас наименьший европеец в России – это государство, самый дикарь в России, наверное, это государство. И реально, да, это наследие, с которым с наследием этим трудно бороться, потому что, вообще говоря, до
1861 года у нас было примерно такое же представление, что кроме государства все остальное не важно, хотя тоже там были какие-то уже подвижки. Но после Великой реформы представления общества стали сильно меняться о том, как должно быть. И путь был свой довольно большой. Но вот этот вот разрыв вернул нас к прежним представлениям. Только что сейчас это не только единоличный государь, но и весь бюрократический аппарат, который, впрочем, и при царской власти тоже был существенным фактором. Вот, да, откат назад. Но вот, к сожалению, это само не пройдет. Это вопрос к активистам. Вот, общество не должно позволять наступать себе на ноги. Вот как-то так, наверное. Вот, должно защищать свои интересы. Потому что государство по своей воле вряд ли станет двигаться в эту сторону. Второго Горбачева ждать, боюсь, не приходится нигде. Вот продолжая про термины, да, вот вопрос государственности, ну, скажем, комплекс кыргызского общества, да. То есть в советское время говорилось, что у кыргызов не было государственности, потому что не было центральной власти, которая мог решать все. Ну, там, вести всех, мобилизовать ресурсы, вести там единую государственную политику. Вот это понимание государственности у нас до сих пор. Да? Но если посмотреть, ну, скажем, вот кыргызское общество, ну, наверное, можно сказать, это какой-то вот в мире демократии, потому что, как историческая литература говорит, что хан у кочевников, он хан, пока он слушает своего народа, ведет его туда, куда хочет народ. Да? Ну, у кыргызов было примерно так же. Да? Если так посмотреть, это получается как бы то общество, куда мы стремимся. Да? То есть когда народ управляет верховной властью. И если мы, общество, куда мы стремимся, это уже было, то вот эта вот манипуляция, что у вас не было государственности, и поэтому вы были отсталые. Ну, не знаю, вот этот комплекс только у бывших колоний или, не знаю, как сказать, в метрополии тоже. Как это изжить? То есть мы можем как-то избавиться от этого комплекса? Трудно сказать. У метрополий эти комплексы тоже бывают. И в российском обществе тоже есть этот комплекс. Попытки доказать, что Россия древнее всех, это нелепые. Никакой народ никогда не был испокон веков на этой территории. Это всегда менялось у всех. Если смотреть на топонимику, которая как бы сохраняет следы, то в России огромная часть этих названий вовсе не славянского происхождения. Никто не слез с дерева раньше других, вот если так образно говорить. А дальше это вопрос строительства. Все в какой-то момент начинают свое государственное строительство, что до этого не было четко определенных границ и четко установленных, записанных законов государства. Это, в общем, у всех этот период был. В какой-то момент эти законы появляются, границы могут продолжать меняться. Вопрос в том, чтобы это изучать, но не придавать этому какого-то судьбоносного значения и не извлекать из этого претензии к другим. Вот, мне кажется, до тех пор, пока не появляется вот этой вот агрессии против соседей, значит, это нормальное изучение. Если вдруг появляется, да. И комплекс неполноценности, значит, комплекс вот этих вот какой-то ненастоящей государственности, это, в общем, тоже, мне кажется, что просто это ошибочный подход к истории. Ни у одного государства нету вот этой вот непрерывности такой, даже в летописании, если смотреть на летописи, тоже непрерывное летописание есть только у японцев, кажется. Тоже я не специалист, это по словам людей, которые разбираются. Но у всех остальных есть перерывы.
на чем, собственно, и спекулирует известный псевдоисторик Фоменко, вот эти вот своей альтернативной хронологией. Это все не имеет, на мой взгляд, значения для современного строительства общества. Это все предмет изучения, попытки разобраться, но не предмет для каких-то острых эмоций. Собственно, это и в Москве, это нередко, в России нередко приходится слышать, что вот у эстонцев не было настоящей государственности, у тех не было, у этих не было, а вот у нас была. Просто история России тоже показывает, что эта государственность, как бы сказать, была в разных местах, в разном составе, разбухала постепенно эта государственность. Это вовсе не было от века дано. Ну да, с какого-то момента появилась Киевская Русь. Но до нее тоже что-то на этой территории было. Ну вот какое это имеет отношение, какое это имеет значение для современности. Это имеет значение для историков, действительно интересно изучать, но не более того. Эти факты потом уже используются для какой-то политики. Например, мы помним высказывание Путина, да, что у казахов не было своей государственности. Это как бы намек на то, что вы образовались только в советское время. Да. Как бы это намек на то, что захотим, обратно вернем. В принципе, с Украиной не так произошло, нет? Да, нет. Это я говорю, что это ошибочное, недобросовестное, злонамеренное использование исторических, даже не фактов, а интерпретаций фактов. Вообще говоря, если говорить про Россию, то вначале была Киевская Русь, и как бы старейшие памятники тоже это не на территории Московского царства, все-таки, а в других местах. И летописи тоже Киев, мать городов русских, в общем, никуда от этого не деться. Так что это не мешает Путину говорить, что вот, дескать, Украину создал Ленин. Но, это недобросовестное использование истории политиками. Это, к сожалению, происходит в разных странах, и в демократических тоже это случается. Вот эта вот инструментализация истории. Вот для оправдания каких-то действий использовать историю. Это, в общем, небезопасный путь. Политика делается сегодня, история была давно. Надо исходить из того, что сложилось. Ну, вот, иначе это действительно может привести к тяжким последствиям. Ну, собственно, и приводит, как мы видим на этом примере. Всегда попытки это мания величия у руководителей государств приводит к тяжелым последствиям и для самих этих государств, и для соседей. Собственно, идея Великой Сербии не привела ни к чему хорошему, и идея Великой России тоже ни к чему хорошему не приведет. Вот война, которая сейчас происходит в Украине, ну, вольно-невольно, но дает очень много параллелей. Да? В советское время, как нас учили по учебникам истории, что наша великая храбрость, что вот, воля советского народа обеспечила победу. Но было так много смертей. И сейчас вот, когда смотришь, как людей, не жалея, вот гонят, прям скажем, ну, как говорят, на мясо, да, то есть человеческими жизнями прокладывают путь, да, не считается с людьми. И, конечно, тогда начинаешь думать, вот когда про Вторую мировую войну писали, да, что у нас также было, но люди почему-то в это не готовы поверить. И мне кажется, вот с этой точки зрения Украина, вот эта война в Украине потом даст нам очень много таких пищи для размышления, для переоценки нашей вот, общей советской истории. Это очень большая тема.
Боюсь, что времени, чтобы ее в полном объеме обсудить не хватит. Просто мне кажется, что эти параллели не во всем точны. Все-таки там, если говорить про период, который называется Великой Отечественной, это была война против агрессора. Вот, война против агрессора морально оправдана. И там действительно было множество людей, которые шли добровольно. Другое дело, что государство при этом вело себя по-прежнему примерно так же. Если поставить число людей, расстрелянных в армии с советской стороны, с немецкой, с американской, с любой другой, это абсолютно несопоставимые, это на 2 порядка отличающиеся величины, даже в соотнесении с количеством воюющих. Это просто было действительно такой фронт, открытый чекистами против собственной армии. Если посмотреть на подвиги СМЕРШа, это было что-то чудовищное. Действительно, людей не жалели. Но в целом, мне кажется, что это не совсем точное сопоставление. Другое дело, что нельзя забывать про 1939 год, про пакт с Гитлером и про раздел Польши под тем же лозунгом, что это исторически наши земли. Мне кажется, что это действительно известные параллели тут есть. И, собственно, можно напомнить, как господин Мигранян, небезызвестный политолог, как бы историк, после присоединения Крыма в 2014 году писал, что вот не надо проводить параллели, и вообще, если бы Гитлер остановился на присоединении Австрии, он остался бы величайшим политиком в истории Германии. Ну, вот такого рода бредовые сопоставления и оправдания фактически гитлеровской политики тут показывают, до чего можно докатиться, если пытаться оправдать вот эти вот претензии на чужие земли. Параллели есть, и это действительно может быть полезным для осмысления того, что происходит сегодня. Но это еще не сегодня начнется. Против вас тоже есть обвинение, что вы оправдываете нацизм, фашизм и на сегодняшний день это обвинение со стороны маргинальных структур, которые никого не представляют, и, в общем, их обвинения ни на чем не основаны. В принципе, у нас в России уже довольно много политических заключенных, просто поэтому я и говорю, что рассчитывать на справедливый суд в России довольно трудно. У нас много людей, которые получили жестокие приговоры просто за слова. Это вещь, которая немыслима в демократических странах. И хотя наши власти любят ссылаться на то, что, скажем, в Соединенных Штатах есть закон об иностранных агентах. То, что у нас совсем другое, это они упускают из виду. Но примеров осуждения на многолетние сроки за слова за пределами России они пока не приводят. И вообще даже не пытаются выстраивать такие сопоставления. Ну вот, думаю, что это не может продолжаться особенно долго. Все-таки 21 век и слишком другая ситуация. Уже и каналы информации совсем другие. Так что я думаю, России предстоят довольно большие перемены. Кого в России сейчас признают иноагентом, они закрываются. Те, кто не согласны, они многие покидают Россию. Да? Вы еще продолжаете жить в России? Я остаюсь, да, я живу в Москве, как и многие мои коллеги. Мы работаем
для российского общества в первую очередь то, что мы можем делать в Москве, не только для российского, потому что у нас есть коллеги и за пределами России, которые работают в разных странах европейских, во Франции, в Италии, в Чехии, в Германии. У нас много друзей по всему миру, которым и важна, и интересна эта работа, потому что жертвами советского режима стали люди более или менее практически всех национальностей земного шара. Да, мы продолжаем работать в той мере, в какой это позволяет ситуация. Первым председателем Совета мемориала был академик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров. Да. В 2022 году вашу организацию формально как юридическую организацию закрыли. И в этом году же вы получили Нобелевскую премию мира. Вы не видите в этом какую-то символичность? Ну, символичность вижу, я про это даже уже и говорил не раз. Вообще говоря, в России 4 человека, 4 лауреата Нобелевской премии, 3 человека и 1 организация. Вот последний раз это мемориал. А до этого это академик Сахаров, это Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов. И, в общем, на мой взгляд, это очень почетное соседство. И, собственно, со всеми этими лауреатами мы связаны. И я имел честь пару раз общаться с Андреем Дмитриевичем. Ну, коротко так, и не сказать, что мы были знакомы ни в коей мере. Но, тем не менее, чем-то я смог ему, кажется, помочь в какой-то мелочи. Значит, с Михаилом Сергеевичем мы пару раз тоже встречались, я мог сказать ему слова признательности, потому что и возможность создания общества «Мемориал» – это в первую очередь заслуга Горбачева, как и вообще то, что исчезла эта система, которая, казалось, будет всегда. Это в огромной степени его заслуга, появление этих ростков гражданского общества. С Дмитрием Муратовым мы постоянно работаем. Вот. Но главная символичность, по-моему, в том, что советская власть много раз была недовольна тем, кому присуждена Нобелевская премия, будь то Пастернак, будь то Солженицын, будь то Сахаров, и пыталась всячески этому противодействовать. Но итоги известны. Имена тех, кто противодействовал, канули в безвестность. Они были недовольны, ну, то есть тоже не хотели, чтобы вы тоже поехали получать премию, да? Ну, это было высказывание частного, государственного человека, но не такого важного. Это было высказывание Фадеева. Это не то, что было давление, это была такая формулировка для пропаганды. Это не то давление, которое было в те времена. Все-таки и Сахарову, и Солженицыну было гораздо тяжелее, и Пастернаку тем более. Что сейчас это не столь интересно. Интереснее вот именно то, что все-таки попытки бороться с таким общественным мнением, выраженным вот в Нобелевской премии, кончались известно чем. Вот я думаю, что и в этот раз будет примерно так же. Через сколько времени, посмотрим. У нас вот здесь в кыргызском обществе тоже есть деятельность по оправданию репрессированных советским аппаратом. И в этом плане у нас сейчас идет попытка открыть архивы бывшего КГБ для того, чтобы они стали доступны для изучения историков, общественности. У нас сейчас вот издан 10-томник с именами репрессированных. Кто-то из них оправдан, кто-то еще не оправдан. Что вы могли бы посоветовать кыргызскому обществу, как нам
быть с этими людьми, потому что мнения разные. Ну, у нас многие вот говорят, что если откроются архивы, там родственники, которые друг на друга писали доносы, могут там разругаться, и это может привести к каким-то социальным напряжениям. На мой взгляд, это искусственно привнесенная мотивация для того, чтобы не открывать архивы. Это та теория, которую развивали вот, сотрудники КГБ еще в советское время, еще в годы перестройки, когда этот вопрос начал всерьез дебатироваться. Именно от них и исходили вот эти вот все утверждения. Реальность иная. Во-первых, в подавляющем большинстве дел никаких доносов нет. Миф о том, что все было в результате доносов, это не более чем миф, попытка переложить ответственность с карательных органов на общество. Реальность была абсолютно иной. Во-вторых, гораздо хуже, чем вот эти вот сами доносы единичные, которые могут быть обнаружены, гораздо хуже атмосфера подозрений, как правило, необоснованных. И от нее происходит гораздо больше проблем. И в-третьих, ну вот, мне неизвестно ни одного случая, когда кто-то, увидев что-то в деле, пошел разбираться с потомками обидчика. Это как-то вообще по нашим временам выглядело бы дико совсем. И даже в те годы, хотя было известна роль Молотова и прочих в организации репрессий, никаких для них последствий это не имело. Был когда-то слух, что кто-то из бывших репрессированных при встрече дал Молотову по физиономии, но похоже, что это тоже только такой миф успокаивающий. Реально никто из них не пострадал. Из реальных организаторов репрессий, из следователей, которые вели дела, которых вернувшиеся репрессированные знали и встречали. Все эти разговоры – это только предлог, чтобы не открывать архивы. Открытие архивов покажет не отдельных виновников. Открытие архивов покажет масштабы преступлений государства. И, может быть, научит относиться к государству с некоторым, с презумпцией подозрения. Что, вообще говоря, государство должно быть под контролем. В принципе, это главный лозунг актуальный, что государство должно быть под контролем общества. Я, конечно, думал, мы больше поговорим про архивы, но так вышло, что мы больше проговорили про политику, больше про память я вот хотел поговорить. Огромное вам спасибо за интересное интервью. Ну, конечно, мы вас еще раз поздравляем. Да, спасибо. С премией мира.